Здравствуйте, меня зовут Анна, и подошло время к последней видеолекции нашего проекта «Тема миростроительства в произведениях кыргызских писателей». И сегодня речь пойдет о человеке, который писал одинаково круто как для детей, так и для взрослых. В его арсенале есть романы, повести, дилогии и пьесы. Его произведения были настолько популярны, что переводились даже на гуджарати. И одна из его книг была удостоена премии имени Андерсена. Это очень значимо, поверьте. Человека, о котором говорилось выше, зовут Шукурбек Бишеналиев. Это поистине уникальный автор. Судите сами. Шукурбек Бишеналиев – прозаик, драматург, родился в кишлаке Куртка, в семье крестьянина. В 1943 году окончил неполную среднюю школу имени Тагалока Молдо в родном селе. В 1952 году филологический факультет КГУ. Волшебную силу слова, раскрывающую нам красоту природы и красоту сильных духом людей, скажет Бишеналиев однажды, я ощутил еще мальчуганом, слушая народные сказки, слушая монощи и ирчи. Потом, когда я учился в школе, я почувствовал эту силу еще действеннее, прочитав Хаджи Мурата. Я не придавал значения слову «перевод», которое стояло на титульном листе. Мне казалось тогда, будто Толстой писал по-кыргызски. Шукурбек учился в 6 классе, когда началась Великая Отечественная война. Ребята после школы торопились на фермы, допоздна помогали овцеводам. Летом, заменяя ушедших на фронт, пасли скот на Джайло. Но Шукурбеку казалось, что он делает не все от него зависящее, поэтому он пишет очерк в газету «Колхозник» о том, как женщины его аила после тяжелого рабочего дня шьют при свете очага рукавицы и другие теплые вещи воюющим на фронте. Очерк Шукурбека был напечатан рядом с поэмой Тагалока Молдо «Дни мужества». Позже, в 80-е годы, Шукурбек напишет об этом удивительном авторе, просветителе, которого всегда считал своим литературным учителем, роман «Стальное перо». Но это будет намного позже. А пока, в 1943 году, окончив 8 классов, Шукурбек едет в Нарын на краткосрочные учительские курсы и возвращается на родину учителем. Уже в 17 лет он директор семилетки. Экстерном заканчивает Нарынское педагогическое училище и продолжает писать стихи, рассказы, очерки, собирает пословицы и поговорки. В 20 лет поступает во Фрунзе на литературный факультет педагогического института. Стихи, рассказы, очерки студента Бишеналиева все чаще появляются на страницах республиканских газет и журналов. А в 1950 году за повесть «Настоящая дружба» ему присуждается первая премия республиканского конкурса на лучшую книгу для детей. Автора принимают в Союз писателей. Выходят книги «Благодарность», «Почин», «Белый верблюжонок», «Кычан» о Кычане Джакыпове, кыргызском Павлике Морозове, «Путь к счастью». На сценах театров ставятся пьесы «Расправляют крылья», «Холостяки», «Цветы в горах». В периодике публикуются его статьи и рецензии. Затем Шукурбек Бишеналиев работает в печати, в разных газетах и журналах, учится на высших литературных курсах в Москве. Работал научным сотрудником Академии наук, редактором журналов «Джаш Ленинчи», «Алато» и «Ленинчил Джаш», секретарем правления Союза писателей Киргизии, председателем президиума кыргызского отделения Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами и даже избирался депутатом. Им переведены на кыргызский язык рассказы Толстого, Шолохова, Федина, пьесы Чехова, Ибсена и других. Шукурбек Бишеналиев – заслуженный деятель искусств республики. В 1976 году стал лауреатом Международной премии имени Андерсена за лучшую детскую книгу за повесть «Рогатый ягненок». За эту же повесть в 1982 году стал лауреатом Государственной премии Кыргызской ССР имени Токтагула Сатылганова. Во время вручения премии имени Андерсена Сергей Михалков сказал: «Все, получившие эту премию, считаются выдающимися писателями страны». Заслуженный деятель искусств Кыргызской ССР был награжден орденом Дружбы народов, медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 годов, почетным знаком за вклад в дело мира и другими. Избранные произведения: «Аманат»
Повесть о колхозных животноводах, их жизни на летнем пастбище. В книге затрагиваются сложные вопросы взаимоотношения детей и взрослых. «Стальное перо» – роман о жизни поэта Тагалока Малдо, в неполной средней школе, имени которого Бишеналиев учился, с которым общался и на могиле которого в 1942 году давал клятву пойти по его стопам. «Голос наследников», «Сын Сарбая», «Дилогия», «Испытание славой», роман о жизни кыргызских чабанов, работающих в суровых условиях горных районов Тяньшаня. В нем много авторских раздумий о взаимоотношениях подчиненного и руководителя, о том, почему некоторые люди не выдерживают испытания славой. Начиная с опубликованной в 1953 году повести «Благодарность», в центре которого не выдуманные школьные приключения, конфликты, а действительный труд колхозников и участие в нем аистских ребят, Бишеналиев становится известен как детский писатель. В написанных позднее небольших книжках для детей «Загадки Чинары», «Бодливый безрожек», «Рогатый ягненок», «Белый верблюжонок» поэтично и просто Бишеналиев рассказывает, как ребенок изучает окружающий мир и какие трудности и радости ждут его на этом пути. В детских произведениях Шукурбека Бишеналиева, написанные в 70-80-х годах, часто наряду с основным сюжетом описываются позитивные изменения в жизни людей, когда-то бывших кочевниками, благодаря строительству новых городов и техническому прогрессу. Так, в «Маленькой всаднице» Бишеналиев рассказывает о Бадме, которая всю жизнь живет в юрте и никогда не видела города. Бадма – дочь монгольских аратов, пасущих огромные табуны. Позже, когда она подрастет, она будет помогать родителям, так как сына в семье больше нет, да и в общем детей нет, они попросту не выжили. Сын считается помощником в семье, так как сыновья в монгольских семьях аж с 5 лет уже работают в табуне. Бадма понимает, раз уж одна, то ей придется стать и мальчиком, и девочкой, а потом и женщиной, и мужчиной, так как кто, кроме нее, поможет родителям в старости, в болезнях, сохранит табун, продолжит род, вырастет внуков. На 6-й день рождения Бадма получает коня, и это непростой подарок, учитывая, что в монгольских семьях с ранних лет дети участвуют в скачках. Но для этого Бадме нужно вырастить настоящего коня и самой стать настоящей всадницей, даже несмотря на то, что ей придется сбрить волосы и приодеться мальчиком. Бадма выигрывает в скачках и получает главный приз – поездку в столицу Монгольской Народной Республики, в город Улан-Батор. По дороге шофер рассказывает Бадме, сколько лошадиных сил в машине, об универмагах, о высоких зданиях, и что он сам живет в 5-этажной юрте. Прямые улицы и просторные площади с деревьями и цветами поразили Бадму. Никакие не юрты, стоящие друг на друге, а светлые, красивые здания поразили ее еще больше. В другом своем произведении «Загадки Чинары» главная героиня тоже девочка. Зовут ее Чинара, ей 5 лет. Живет она в городе, в 5-этажном здании, в 5-й квартире. Весной родители обещают Чинаре, что отправят ее в детский сад, чему она очень рада и ждет с нетерпением. Однажды родители Чинары уезжают в Москву, оставляя ее вместе с бабушкой, живущей в далеком Аиле. Вечером, когда Чинара собирается ложиться спать, она собирается, естественно, ложиться в кровать, но бабушка против, так как считает, что если она ляжет одна в постель, то к ней придут злые духи, поэтому она стелит ей на полу. Чинара спать на полу не хочет, поэтому предлагает бабушке лечь на мамину кровать. Но бабушке, не привыкшей к кроватям, кажется это диким. По итогу они обе уснули на полу. Для бабушки многие вещи в новинку. Такие вещи, как кухонная плита, радиоприемник, новые слова, такие как балерина или буфет. На следующий день бабушка и Чинара загадывают друг другу загадки. Так и повелось. Каждый день придумывала Чинара новые загадки, а если бабушка чего-то не знала, то внучка вместе с ней долго повторяла незнакомые слова. Научилась старая бабушка говорить и телефон, и электричество, и автомобиль, и пылесос, и даже такое трудное слово «телевизор». А как-то раз бабушка призналась внучке: «Я 70 лет на свете прожила, а только 2 загадки помню, а ты и в 5 лет столько знаешь, что мне и не перечесть». Сейчас другое время. Верно люди говорят,
Не тот много знает, кто много прожил, а тот, кто много видел, кто учился много. В самом своем известном детском произведении Шукурбек Бишаналиев уже меньше уделяет внимания преобразованиям и больше рассказывает о прекрасных пейзажах Кыргызстана, его людях и их образе жизни. Как уже говорилось ранее, за свою повесть Бишаналиев получил премию имени Андерсена. Кстати, очень жаль, что сейчас невозможно купить и очень сложно найти эту книгу. Ее даже не сыскать в городских библиотеках. Есть только архив, находящийся в Национальной библиотеке, и то только в одном экземпляре. Но прежде чем я начну рассказывать содержание повести, я бы хотела вам рассказать удивительную историю, связанную с ней. Сама повесть была переведена на многие языки. Спустя 10 лет после публикации Бишаналиеву приходит письмо следующего содержания. «Дорогой господин Бишаналиев, мне очень понравилась книга «Рогатый ягненок». Особенно понравился ягненок, потерявший свои рожки. Я верю, вы напишете еще много-много добрых книг, потому что «Рогатый ягненок» очень заинтересовал меня. А не сможете ли вы еще написать об этом же ягненке? Рисунки книги тоже удивительно красивые, интересные. Я еще маленькая, писать не умею. Попросила папу и маму. Они записали на бумаге мои слова. Получилось письмо. Родители прочитали мне его, я их похвалила. Виктория Смит, 4 года, Саут Кройден, Англия. Получив это письмо, Шукурбек Бишаналиев настолько сильно удивился, что даже не сразу на него ответил. Но все же спустя 4 месяца отвечает, обещает написать продолжение и посвятить его Виктории. Так появилось продолжение «Рогатого ягненка» «Бодливый без рожек». Но это уже совсем другая история. Итак, о чем же все же «Рогатый ягненок»? Азиз – маленький сын Чабана, с раннего детства живущий в горах на пастбище. Его отец пасет овец, а мать следит за хозяйством в юрте. Вечерами отец играет с сыном, подкидывая его вверх. Отец считает, что его сын должен вырасти смелым и сильным. Однажды отец решает взять Азиза с собой на пастбище. Мать сначала противится, ведь сын еще мал, но соглашается провести испытание. Кому из родителей Азиз подойдет первым, тот и возьмет его. Азиз выбирает отца и на следующий день впервые отправляется в горы верхом на коне. После первой поездки Азизу так нравится жизнь в горах, что он не хочет оставаться в юрте. Каждый день он ездит с отцом, учится различать деревья, впервые видит водопад и знакомится с окружающим миром. Вечером он возвращается уставший, но такой счастливый, засыпает в юрте, а ночью ему снятся горы и овцы. Однажды мать решает оставить Азиза в юрте. И когда Азиз просыпается и понимает, что он в юрте, он начинает плакать, кричать, звать отца и пытается убежать в горы. Мать пытается его всячески отвлечь, но все безуспешно. С тех пор мама каждое утро помогает Азизу собираться вместе с отцом на пастбище. Азиз чувствует себя взрослым, он ест у костра, спит под открытым небом, учится различать растения и не боится орлов. Однажды овцы убегают за вожаком, серым балухом. Азиз пытается его остановить, хватается за шерсть, но он падает и получает удар по ноге копытом. Отец, перепугавшись, на руках несет Азиза в юрту. Несколько дней Азиз лежит в постели, а мать заботится о нем. Однажды отец везет сына в Аил к врачу. Там Азиз получает новый костюм, ботинки и угощение. Врач осматривает рану, делает перевязку, и мальчик начинает ходить. Когда Азиз выздоравливает, отец предлагает проучить серого валуха. Отец ловит его, оседлав как коня, а потом сажает на него Азиза. С этого дня у мальчика появляется свой конь. Осенью овец сдают на мясокомбинат, и Азиз расстается с серым, плача. Председатель колхоза обещает ему новых ягнят. Отец отбирает для Азиза стадо ягнят, и мальчик берет под опеку самых маленьких. Среди них особенный, серый ягненок с рогами. Он слабый и худой, но Азиз заботится о нем, кормит крупой, поет из рук, играет с ним. Рогатый становится сильным и смелым, начинает бодаться и побеждает всех в стаде. Однажды Азиз приводит Рогатого к другу султану, чтобы устроить бой, однако противником оказывается взрослый валух. Рогатый зацепляется рогами за его большие рога, и старый баран подбрасывает его в воздух. Рога ломаются,
и Азиз с плачем несет любимца домой. Отец объясняет, что теперь ягненок будет спокойнее. Мать уносит обратно рогатого в стадо, а отец говорит, что пора перегонять стадо на новое пастбище, и спрашивает, не боится ли он теперь ухаживать за ягнятами. На что Азиз отвечает, что он теперь будет это делать по-настоящему, без излишней заботы о самых сильных и смелых. Так он становится настоящим чабаном. Книги Шукурбека Бишаналиева давно перестают быть принадлежностью исключительно кыргызской литературы. Они затрагивают проблемы, волнующие всех, такие важные, например, как труд, нравственная и культурная преемственность поколений, дружба, понимание между отдельными людьми, народами, целыми государствами, любовь, борьба за самосовершенствование личности, за мир и счастье. Что ж, а на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравилось узнать что-то новое. Всем доброго времени суток. До свидания.